Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Дым над Якутском. Как защититься и что делать при смоге в городе? В столице региона остается дым из-за лесных пожаров Хабаровского края. Рассказываем, чем опасен смог и как уберечь себя от его воздействия. Развитие молодежи – одна из главных задач политики первого президента Якутии. Наши коллеги встретились с лидером молодежного движения и выяснили, каким запомнило будущее поколение Михаила Николаева. Объект, который снабжает электроэнергией одну из крупных производственных компаний алмазной столицы. В Мирном энергетики ведут реконструкцию подстанции «Фабрика номер 3». Работы как опытных и известных, так и начинающих мастеров. В галерее Юрдела работает выставка «Чарующий север». Команда ушла на перерыв, расположившись на 6-й строке турнирной таблицы. Воспитанники Республиканской специализированной спортивной школы по футболу 2008 года рождения завершили первый круг Дальневосточной юношеской лиги. Якутск снова окутан дымом от лесных пожаров. Смог доставляет серьезный дискомфорт и способен сказаться на здоровье. Как защитить себя и своих близких от едкого дыма, что рекомендуют медики и какие прогнозы у специалистов на ближайшее время, ответы на эти вопросы искал Сергей Михедов. Это ужасно, меня глаза режет. Режет глаза, я вышла сегодня, у меня глаза. И чувствуешь плохо, и малыш себя плохо ведет, и мошкара ужасно. Хотелось бы окончание лета провести получше, с солнышком, но, как видите, не очень хорошо получается. Как бы гарь. Дискомфорт не ощущаешь. Но поскольку здесь живу в городе Якутске давно, поэтому есть какая-то привычка. И действительно, едкий дым от лесных пожаров снова окутал Якутск. Дышится сложно, но бывало и хуже. На самом деле ситуация с задымлением на сегодня наблюдается в ряде районов. Роспотребнадзором проведено порядка 50 исследований воздуха, как минимум в 10 населенных пунктах. Больше всех дыма от пожаров достается Якутску и Усть-Май. По результатам исследований предельно допустимых концентраций взвешенных веществ установлено в 8 исследованиях по 4 показателям. Это оксид углерода до 1,2 ПДК в поселке Усть-Мая и по взвешенным веществам и взвешенным частицам в городе Якутске. По остальным химическим веществам превышение предельно допустимых концентраций не выявлено. Как же быть в такой ситуации? Медицинские специалисты в период смога призывают якутян особенно защищать от едкого дыма органы дыхания, плотно закрывать окна, двери, надевать специальные маски, отказаться от ношения контактных линз в смог, так как это приведет к раздражению слизистой глаз. Но если это невозможно, то стараться пользоваться препаратами искусственной и натуральной слезы. Также врачи рекомендуют использовать системы кондиционирования, увлажнения и очистки воздуха. Чаще проводить влажную уборку. После возвращения с работы обязательно принимать душ. И, конечно, без острой необходимости не выходить на улицу. Особенно ранним утром, так как именно утром концентрация смога в воздухе наибольшая. И ограничить нужно пребывание на улице беременным женщинам, детям, пожилым людям и страдающими хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы. Тем временем синоптики предрекают теплый и сухой август. Естественных дождей в Якутии ждут немного, но они непременно пройдут. Условия для задымления сохраняются. Как мы и говорили, до конца недели есть условия для задымления. Но оно будет периодически ухудшаться и улучшаться. На большей части территории сохранится все-таки сухая, можно сказать, что жаркая погода, но из-за дыма амплитуда съедается, и поэтому будет градуса на 3-4 ниже температура, чем ожидалось бы. Поэтому набираемся терпения, следуем рекомендациям медиков и без особой необходимости не выходим на улицу. Тем более, что условия для задымления все-таки могут измениться, ведь масштабная борьба с огнем в Якутии не прекращается ни на минуту. Сергей Михедов, Артем Алексеев, Якутск.
С 8 августа в арктических районах республики начался отопительный сезон. Так, первыми котельные запустили в Алайховском Улусе. По информации министра ЖКХ и энергетики республики Вячеслава Емельянова, на сегодняшний день готовность ресурсоснабжающих организаций и субъектов топливно-энергетического комплекса, а также коммунальных предприятий составляет 80%. Также на повестке стоит вопрос завоза топливно-энергетических ресурсов по воде. На текущий момент из 537 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, а именно угля, нефти, газоконденсата, дистоплива, доставлено 31% от общего объема, отгружено 58%. Ну и в октябре месяце при завершении навигации мы предполагаем, что будет 100% исполнение планов по завозу топливно-энергетических ресурсов. При этом хочу отметить, что до открытия устойчивого автозимника необходимый неснижаемый запас топлива на объектах генерации будет обеспечен в полном объеме. Одной из главных задач, которые ставил перед собой первый президент Якутии Михаил Николаев, это развитие молодежи. Возможность получить образование, путешествовать, заниматься спортом, творчеством. Все это стало фундаментом для появления в республике нового поколения, которое готово ставить амбициозные цели и добиваться их. Наши московские коллеги встретились с лидером молодежного движения студентов Москвы Айтал и выяснили, каким запомнило будущее поколение Михаила Ефимовича Николаева. Николаевские чтения – это еще одно детище первого президента Якутии. Этот форум объединяет школьников и студентов, которые дорожат историей родного края и хотят уже с юных лет предлагать идеи, способные помочь в развитии республики. В последние годы конференция проходила параллельно в Якутске и в Москве. В ней всегда старался принимать участие лично Михаил Ефимович Николаев. Во-первых, очень интересно такой семейный разговор состоялся, поскольку это наши дети. Во-вторых, я отмечаю, что с каждым годом интеллектуальный потенциал растет. Более глубоко ребята пашут. Наши студенты пример показывают. Это, конечно, им, обучающим в московских вузах, необходимо это делать. Артем Инхеев, лидер молодежного общественного движения «Айтал», несколько лет подряд становился победителем николаевских чтений. И он до сих пор вспоминает, как впервые увидел Михаила Ефимовича. Впервые я увидел первого президента, когда я, будучи первокурсником, смог лично пожать ему руку. И это было на самом деле впечатление, которое осталось со мной на всю жизнь. Когда ты был ребенком, очень много слышал об этом человеке, приезжаешь в большой город, и тут он просто так приходит и общается с вами. Наверное, такое можно представить только в каких-то таких сказочных историях, но на самом деле этот человек всегда был открытым. Михаил Ефимович всегда находил время, чтобы пообщаться с молодежью, узнать, чем живет сегодняшнее поколение, познакомиться с их проектами и начинаниями. Но самое главное – это обратная связь, которую могли получить ребята от первого президента Якутии. Самое главное, что он говорил нам, абитуриентам, студентам, что на самом деле мы должны отличаться тем, что то, что в нас заложила наша республика, должно проецироваться на наше развитие. Мы не должны стесняться того, что мы приехали из отдаленного региона. Мы должны быть наравне. Мы должны показывать, что это наша особенность. У нас есть богатая культура, и мы можем показать ее не только на Москву, мы можем показать ее на международной арене. Артем Инхеев успешно закончил дипломатическую академию при МИД, МГИМО, активно занимается общественной деятельностью и работает в IT-сфере. И он уверен, что возможность для такого старта была заложена прорывными решениями в области образования именно первым президентом республики Саха. И новое поколение якутян будет готово принять эстафету и работать на благо и дальнейшее развитие родного края. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва.
В Якутске полным ходом идет работа по обновлению газовых труб, проложенных еще в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас газовики работают на перекрестке улиц Пояркова и Петра Алексеева. По словам газовиков, они прокладывают прочные изоляционные трубы диаметром 500 мм высокого давления и 300 мм низкого давления, примерно на глубине ниже 2 метров. На данном участке еще в далеком 1968 была проложена первая в Якутске газовая труба. И спустя 55 лет жизненно важная сеть обновляется. По улице Петра Алексеева идет полным ходом. Основную трассу уложили, то есть это трубы 530 и 325 диаметра. Общая длина обеих труб получается 1100 метров где-то. Самое сложное то, что в центре города работаем, потоки машин и разные препятствия бывают, там кабели, трубы разные. И в основном сложная работа была в переходе дороги. Ну а в Мирном энергетики ведут реконструкцию подстанции «Фабрика номер 3». Подстанция снабжает электроэнергией один из крупных производственных объектов алмазной столицы. Если в прошлом году в рамках данного проекта энергетики делали упор на техническое перевооружение линейной части, то на данный момент проводятся работы по модернизации оборудования подстанции. Подробности в следующем сюжете. За время реализации инвестиционного проекта «Якутскэнерго» на участке между подстанциями «Мирный» и «Фабрики номер 3» уже заменила порядка 50 старых деревянных опор на новые металлические высоковольтные двухцепные линии. Реконструкция дает очень много. Во-первых, мы ушли от деревянных опор. Вместо дерева мы построили металлические опоры. Это во много повышает эксплуатацию, долговечность, срок службы. И также мы ушли, получается, от класса напряжения. Раньше был класс напряжения на фабрике 220 киловольт, а теперь будет 110, понизили. Принципиально новая схема с заменой автотрансформатора 220 киловольт на трансформатор 110 киловольт позволит обеспечить необходимый уровень надежности электроснабжения. А новые линии в металле существенно минимизируют затраты на техническое обслуживание. Это окажет положительное влияние на электроснабжение как и части бытовых потребителей города Мирного, так и крупной компании. Мы занимаемся работами по обслуживанию высоковольтных линий электропередач. Туда входят многие виды работ. Сегодня занимаемся перекидыванием провода на железном анкере. А так это не только чем мы занимаемся. Еще туда в обслуживание линий входит и вырубка поросли там. Работа электромонтера включает в себя не только подъем на опоры, сборка опор, но туда в обслуживание входит и вырубка поросли там. В рамках инвестиционного проекта также будут проведены работы по замене ячеек подстанций 220 киловольт «Мирный» и 110 киловольт Мирнинской ГРЭС. Энергетики же планируют завершить реконструкцию уже в этом году. Анна Васильева, Мирный. Продолжаются и работы по восстановлению улично-дорожной сети города Нерюнгри. В этом году объем составляет 20 тысяч квадратных метров. Ремонт асфальтового покрытия ведется с применением нового карточного метода. Учитывая обращение жителей, в первую очередь были отремонтированы самые проблемные участки. Это проспект Мира, въезд в город со стороны поселка Беркакит, улица Геологов, а также внутриквартальные проезды. Завершился и первый этап ремонтных работ по улице Южно-Якутская. В следующем году в планах второй этап и полное асфальтирование улиц Темптонская и Строителей. Планируем ориентировочно со следующей недели перекрыть проезд от улицы Южно-Якутская по проспекту Дружбы народов до проспекта Ленина, для того, чтобы закрыть ветки асфальтирования. Как закончат работы у нас наши сетевики на площади, на дороге на площади Ленина, там также мы покроем все асфальтом и соединимся с перекрестком проспект Ленина и проспект Дружбы народов. Между тем, жильцы одного из общежитий города Алдана бьют тревогу о состоянии технических коммуникаций в жилом здании. Гнилые перекрытия, электричество на скрутках и еще масса неудобств. Однако долг за коммуналку в данном доме составляет более 1 000 000 рублей. В теме разбирался Руслан Павлов.
Если бы телевидение передавало запахи, то вы бы уже почувствовали устойчивое зловоние канализации, которым пропитано все здание алданского общежития РГН. Его обитатели уже привыкли к такой атмосфере, но опасаются за свою жизнь и здоровье по другим веским причинам. Внутри все валится, все сыпется, проводка вся висит, искрит. Пожарная охрана, вот это, ничего. Пришли, что-то посмотрели, видимо, там подписали что-то, и все, какие-то акты, и все, и до свидания. Коммуникации здания общежития давно изношены, а очередь капитального ремонта, по словам жильцов, подойдет лишь к 1939 году. Со своими бедами и печалями жильцы неоднократно обращались во все инстанции, однако мало что изменилось. Да, неудовлетворительное состояние лестничного прохода, да, есть перекрытие, сыпятся в аварийном раскладе, но дом в целом не признан аварийным. Там на сегодня смешанная собственность, 55 квартир, из них 18 квартир в собственности жителей, двойная ответственность. Засада в том, что жители общаги разделились на две половины. Одни пытаются обустроить уют как могут и оплачивают коммуналку, другие не находят причин платить за жилье и просто ждут, когда кто-то сделает ремонт или обитателей расселят по другим квартирам. Мы предлагали вообще-то, давайте соберемся, как сложимся там на побелку, да, на краску, вот это все. И своими общими усилиями, ну хотя бы наш этаж, ну я за свой говорю этаж, за 4-й, да, что-то сделаем. Но, видите, кто-то соглашается, а кто-то нет. Сегодня общая задолженность по РГНу, ну вот посчитайте, 55 семей, да, и 1 120 000 рублей долгу. Начать с чего? Не ждать не надо. Надо начать просто платить. Будет плата жильцов, будем добавлять деньги, совместно будем работать. Следить за состоянием коммуникаций многоквартирного дома – обязанность управляющей компании. Но здесь они гости нечастые. Вот и на этот раз представители управляйки не появились. Мы знали, что у нас придет телевидение, мы сами их просили. Приглашали депутата нашего. У нее, ну ладно, могу понять, она очень занята, у нее нет времени, она так объяснила. Приглашали из жилищной конторы, приглашали, она, ой, я плохо себя чувствую. Ну нормально, да, никому эти проблемы не нужны. Активные обитатели общежития вновь остались один на один со своими проблемами и вновь приготовили гневные письма в прокуратуру и жилищную инспекцию в надежде, что их услышат. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. И в продолжении коммунальной темы с 22 часов 10 августа и до 7 часов утра 11 августа в Якутске пройдет общегородская остановка водоснабжения в связи с ремонтными работами в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 23-24 года. Под отключение попадают все объекты в городе Якутске, а также поселки Жатай. В Якутске стартовала 5-я конференция «Закупки Якутии-2023. Новые реалии». Цель данной конференции – помощь заказчикам в ориентировании в сложном законодательстве о контрактной системе. А также данная конференция станет площадкой для общения и обмена опытом между участниками. В мероприятии принимают участие эксперты из разных регионов, представители контрольных органов, Федеральная антимонопольная служба России, общественные организации, представители электронных торговых площадок. Конференция продлится 2 дня. Сегодня у нас участвует около 400 заказчиков. Мы очень рады, что приехали из дальних районов, из промышленных районов. Активность очень высокая. Вживую услышать эту информацию. И, соответственно, ждем только положительных результатов нашей конференции сегодня. Хранитель Аласов. В Якутске открылась выставка памяти Анастасии Варламовой и Джейнаста. В экспозиции представлены фотографии, сценические костюмы, награды, кассеты и другие личные вещи народной артистки республики. Также в фонд музея Зоя Тумусова передала бриллиантовое колье Анастасии Варламовой. Выставка проходит в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского и продлится до 4 сентября.
Также в Якутске проходит еще одна выставка «Чарующий север». В галерее Юрдел собраны работы как опытных и известных, так и начинающих мастеров. Ценителям искусства здесь представлены изобразительная графика, народное искусство, шитье, косторезные изделия. Работы иллюстрируют культуру и традиции народов севера. Собрать такую коллекцию нынче очень сложно. Даже чисто в масштабах, в смысле Республики Саха, как вы знаете, в транспортном плане, перевести работы, потом представителей этих народов очень сложно. Именно по доставке работ сложности. Вот. Но, тем не менее, выставка удалась, и я думаю, что очень интересно будет для зрителей. Интересно будет вообще для любителей искусства. И редко, когда вот собираешь именно работы, которые издалека, да, люди у себя на родине, у себя в деревне там пишут или там кто где живет, да, а так показывают Якутск не каждый раз. Поэтому этим уникальна выставка. И, конечно, праздник. Вот. Воспитанники Республиканской специализированной спортивной школы по футболу 2008 года рождения завершили первый круг Дальневосточной юношеской лиги. Команда ушла на перерыв, расположившись на 6-й строке турнирной таблицы. О том, как идут восстановительные процедуры и каковы цели футболистов на второй круг, узнавала Алина Ариносова. Позади 10 матчей, которые прошли как на поле столичного стадиона Туймада, так и на домашних аренах участников Дальневосточной лиги. На перерыв якутяне ушли, имея в активе 4 победы при 4 поражениях. Еще 2 встречи были сыграны в ничью. Представители тренерского штаба отметили, что команда способна на большее. Мы ставили задачу все-таки быть выше середины таблицы, но мы еще не сыграли несколько игр, то есть у нас есть отложенные игры, поэтому как бы мы можем там очки добрать, но потеряли в некоторых играх необязательные очки, поэтому, скажем, твердую тройку мы можем себе поставить, но нам нужно прибавить. Как известно, футбол – командный вид спорта. Успех на поле во многом зависит от атмосферы в раздевалке. Тренерский штаб школы уделяет большое внимание прививанию чувства сплоченности и преданности общему делу. Поддерживаем друг друга, кричалки, подбадриваем, чтобы общий успех был. Победы. Общими усилиями в первом круге якутские футболисты 14 раз поразили ворота соперников, пропустив при этом 9 мячей. Для того, чтобы улучшить показатели, ребята во время перерыва тренируются дважды в день. Утром проходят занятия в общей физической подготовке, а вечером команда отрабатывает технико-тактические действия. Сделаем упор, конечно, как бы на функциональную подготовку, потому что целый месяц перерыв, поэтому нельзя терять те кондиции, которые у нас есть, их нужно чуть еще как бы повысить. Еще основная задача у нас будет именно в контроле мяча. Тот компонент, который нам хотелось бы прибавить в целом в играх, нам его не хватает. Мы все время над этим работаем, разговариваем с ребятами, стараемся контролировать игру, контролировать мяч. Сезон для ребят возобновится в начале следующего месяца. 2 сентября якутяне на своем поле примут сверстников из уссурийского «Локомотива», которые идут на 2-м месте таблицы. Игра с одним из лидеров после паузы – серьезные испытания, к которым наши футболисты обязательно будут готовы. Алина Ариносова, Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.